нагайцев. Тема Абдрахмана Умерова является как бы актуальной, да, и вот некая такая оценка его деятельности как причастного больше к татарскому движению, нежели нагайскому. У нас даже герой России Рафика Кадырбулатова, значит, иногда есть такие вот публикации, ну, относятся именно к другим народам, это тоже как бы для нас является неким, ну, таким, скажем так, вызывает больше негатив у молодежи. Для нашего региона Астраханского края актуальной является тема татаро-нагайского, скажем так, вопроса, да, то есть здесь тоже есть, ну, как бы определенный момент классификации. В частности, одно из них является то, что вот нежелание признать этническую самобытность астраханских нагайцев в трудах, которые прослеживаются в трудах многих казанских ученых. Это как бы тоже определенным образом на фоне того, что идет рост самосознания, вызывает некую такую негатизацию. И поэтому, мне кажется, нужно все-таки учитывать вот, этническое самосознание, которое в астраханских нагайцах сформировано, и определенным образом, значит, ориентироваться вот именно на более достоверные выводы. В начале 2020 года наша организация Центр нагайской культуры провела круглый стол на тему «Актуальные вопросы истории народов России в контексте современных этнополитических процессов». Я хотел бы озвучить несколько пунктов резолюции, которые были приняты на этом мероприятии, возможно ее включить, переработав вот, резолюцию нашего сегодняшнего круглого стола. Вопрос оценки исторических событий, роли исторических личностей и увековечивания памяти об историческом наследии должны решаться на основе объективного воспроизведения исторических фактов с учетом общих интересов жителей многонационального региона и не должны определяться субъективными политическими ангажированными заявлениями, сформированными путем тенденциозного подбора аргументов под влиянием интересов узких политических кругов в отдельных регионах Российской Федерации и зарубежья. И второй момент. Факты искажения и фальсификации истории с целью реализации групповых политических задач должны находить адекватную экспертную оценку с доведением достоверной информации до широкого круга общественности с помощью СМИ, образовательных и общественных организаций. Спасибо за внимание. Спасибо.